Творческое объединение «Близнецы» и компания «Ова Медиа» представляют Константин Куцевалов, Сылдыс Калынду и Алча Оржак в Шуде-шоу «Тувинское время». Ну что ж, друзья, вновь мы собрались здесь, в веселой компании, я имею в виду Алча Оржак, который решил почему-то чай попить, Константин Куцевалов. И наш сегодняшний гость, вы его знаете отлично как брейк-дансера Хатаба, это РС Апты, давайте ему еще раз поаплодируем, друзья. Крутой человек, который занимается брейк-дансом больше, чем мне лет, наверное. Сколько ты лет занимаешься брейк-дансом? 20. Представляешь себе, это полтора меня просто получается. В килограммах? Полтора. Нет, килограммов 5 меня. Ну и начал нашу передачу наш очень хороший знакомый. Ну еще бы хорошим человеком был бы, но это Сылдыс Калынду. Давайте ему поаплодируем. Спасибо вам, друзья, спасибо. Кланяться не буду, извините. Живот не позволяет. Религия не позволяет кланяться. Друзья, РС, ну расскажи про свои ближайшие планы, о чем ты мечтаешь, что будешь делать в ближайшее время, может какие-то проекты, может у тебя есть школа, о которой ты хочешь всем сказать. Ну, в общем, про мечту, мечта, она, как бы, знаете, бывает такая, есть конкретно достижимая мечта, и есть вообще, Джессика Альба. Как супер-мега большая мечта, конечно, да, там, это Олимпийские игры, так как брейк-данс включили сейчас в летние Олимпийские игры, которые... Давайте поаплодируем. Будет... У нашего РСа есть шанс стать олимпийским чемпионом. Конечно, вот. И самая ближайшая, так сказать, цель посетить еще раз чемпионат мира и выступить еще получше. По брейк-дансу. По брейк-дансу, да. Ну, сейчас я, наверное, понимаю так, что на чемпионате мира будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду. Нет, в этом году нет. В следующем году вот это все будет начинаться. Ну, там, видите, молодые ребята сейчас просто, не знаю, не ходят, они летают, они просто на руках, не знаю, вытворяют такие вещи. Ну, не знаю, ты тоже неплохо. Физика. В плане брейк-данса, имею в виду. Да, ну, сам себя не похвалишь, да, как говорится. Ну, да, стараемся, ну, все равно. Нет, ну я думаю, преграда все равно возраст. Ну, просто они молодые, у них как бы и мышцы, и более гутоперчивые более, потому что, я просто это как-то в цирке услышал, и надо было использовать. Вот, ну, думаю, РС, я знаю, что ты постарше меня, так что я думаю, что все же тебе, наверное, надо будет к Олимпиаде подготовить, наверное, мощно какого-то ученика, который прям, чтобы не вошел в когорту, а прям влетел в когорту лучших брейкдансеров мира. Кстати, где вы занимаетесь? Где твоя школа? Где школа РС Апты? 5-я школа. Ее вроде так. Ну, мы, в общем, так сказать, на очень выгодных условиях договорились с обществом слепых и в спортзале занимаемся, в спортзале общества слепых. РС, ну что тебя коробит? Какую проблему ты хотел бы нам поведать? Ментальность вообще, так сказать, граждан нашей великой необъятной России. Вот это вот, да, вот. Почему-то ездишь туда-сюда, там, допустим, да, за рубеж, там более как-то, я не знаю, люди подобрее, что ли, как-то вот, не знаю, и общаются, и, вообще отношение к жизни у них как-то вообще, более непринужденно. Да, более непринужденно, более спокойно, то есть никто не парится, чтобы там, знаете, заработать лишнюю копейку, да, там, или где-то что-то там, не знаю, там, как говорится, неправильно лежит, там,
если неправильно лежит, то можно забрать, то есть как бы не как в России. А потом, ну, сразу вот, знаете, аэропорты, да, там, допустим, Иркутск, там, Москва, в аэропортах, ну, вот, прилетаешь и все, и прям люди такие, знаешь, Буренькие, зажатые. и все такие, знаешь, просто на лице написано то, что Я человек, тебя ненавижу. осторожно, злая собака. Знаешь, ну, примерно вот так вот, как бы. Ну, не знаю, это чисто как бы сугубо мое субъективное мнение. Ну, не знаю, многие люди, наверное, со мной согласятся. Мы же все ровесники, но... Ну ничего себе, ровесник, он почти на год меня старше. А вы знаете, сколько мне лет? Я дряхлее дряхлого, понимаете? А этот человек выглядит Мышцы как уже не будто как вы там говорите? гутоперчивый. Я хочу для вас сделать небольшой тест, ребята. Вот. РС, наверное, все эти слова знает. Я вот тут посмотрел, но наткнулся в интернете. Ты просто хочешь понтануться, что у тебя iPhone. Нет, я вот закрыл как раз руками, чтобы не лишь... Ну, они же нас не спонсируют. Флай. Флай. Дебильный. Нет, Philips. Philips. Телевизор маленький. Давайте не будем короче, рекламировать. слова я сейчас вам задам, а вы попробуйте угадать, ну, какой синоним на русском. Смотрите, sold out. Солдат. Это аншлаг. Sold out, типа. Флаг вообще это очень плохо. Плохое слово. Дубовицкая там ходит. Они сейчас 30 лет отмечали. Я вот вчера перелистываю канал и мимо второго проскакиваю, короче, и смотрю, наверху там написано аншлаг, юбилей 30 лет. 30 лет аншлагу. Блин, я ровесник аншлага. Ну и шутишь так же. Не, ну сколько себя помню, тоже, ну, всегда был аншлаг. Почему-то вот, не знаю, Потому что когда мы в подсознании, да, то есть в подсознании с детства вот это вот как-то запечаталось, наверное, да, вот в памяти, просто вот ходишь туда-сюда там или что-то по дому делаешь, там, или там уголь, не уголь, там в печку топишь, Уголь и тут, делаешь? и тут аншлаг, Фоном понимаешь, аншлаг. да, фоном аншлаг такой, Дубовицкая. знаешь, и с вами, как там, Регина Дубовицкая. Ну, из тебя плохой пародист. Нет, самый прикол в том, что, понимаешь, потому что когда мы росли, было всего 2 канала. Ну, Это первый, где показывали Дроздова целый сутки, где он там все время говорил, что вот, посмотрите, это лошадь, и на ней можно ездить. И Дубовицкая, которая там с Петросяном бомбили просто 2 канал. Еще до эры Ютуба у Дубовицкой был свой канал, да? да, кстати, и, да, вот про Дроздова. Почему я поступил на биохим? В прошлом, то есть студенческие времена, закончил биохим. И как-то вот тоже отпечаталось, да, то есть вот это вот интерес к... В мире животных? Да, в мире животных вообще. Вот, то есть включаешь и просто залипаешь так. Ладно, дальше какие слова? Ребят, Просто аншлаг. Говорим плохой, аншлаг плохой. А сами все про него знают. Дубовицкая. Аншлаг просто такое емкое слово получается. Нет, Смотрите, для- чекать, слово чекать, что значит чекать? Чекать, проверять, Проверять. Молодцы. Таргет. тарджет. Таргет. Таргет, что-то типа продажи, наверное, да? Цель. Это Цель. Рандом. Ну, Случайно. Случайно, да. Вот тут, наверное, что-то про игры. Ливнуть. Лизнуть? Ну, ливнуть это, наверное, от слова level, уровень, да? Лев, да. Лив. Ну, А, живое да. что-то. Да, уйти. Уйти. Я думал, ну, Живое типа, что-то, да. прожить. Уйти из жизни. И ливани отсюда. Мне 75, я скоро ливну, как говорится. Рофл. Ты правильно вообще читаешь? Там русская транскрипция, нет? Да, русская, рофл, так и написано. Рофл? Но я же не могу с ударением ошибиться. Рофл. Рофл. Не. Это шутка. А, Представляете ух себе? ты. Рофлы. Даже так? Да, То, представляете. что мы не умеем, да? Скилл. Да. Ну, Умение, скилл, да? умение, да, навыки. Крипово. Крипово. Страшно. Страшно. Да ты Да я молодуха. читаю такую литературу просто. Криповую? Да. Да ты криповый человек. Да. Фиксить. Фиксики. Ну, фиксики, ну, типа... Фиксить. Я так и считаю, фиксики это типа... Ну, работа типа там останавливаться. Дим Димыч типа там. Это исправить. А, То есть фиксить. интересно. Юзать.
Ну, юзать это типа ну, проверять, изучать, там, использовать, да, как бы. Факап. Не надо материться. Нет, факап. Просто одним словом, факап. Факап. Да, это провал. Провал. Ну, А близко. почему слово up и типа провал? Фак, да, и ап. Да. Это должно быть... Типа на. Fuck up, fuck down, да, это да. Да, вот да. Пошел наверх, да, то есть, или пошел вниз. Сверху. Сядь сверху. Нет, там, получается, имеется в виду. если по семантике брать, то есть провал это же fuck down получается, Да. да? А fuck up это типа успех. Ну, ну, очень хороший успех. Ну, простой, really. Правда. Чего? Really? Ну, Реально. Реально, да. Да? Данила Герман, Да. really? Ну, последнее слово, а это для всех вас, олды. Старики. Старики. Да, правильно, друзья, угадали. Это слово, как я могу не знать? Я к чему это Меня все так говорю? всем- Я к чему все это говорю? Мы достаточно молодые люди, да? Олды. Хотя мы и олды. Скоро 40, Нет, понимаешь? супер олды. Это уже про совсем уже старших людей. Но мы достаточно молодые люди. И ну, представьте, сколько есть. Там, наверное, еще много есть слов, Не сомневаюсь. которые плохо влияют на язык, на котором, да, говорим в России, на русский язык. И, ну почему? Есть же гораздо красивее слова. Что за факап? Нормальное слово провал, да? В Пятигорске есть провал. Да? А зашквар? Зашквар это. Ну, это чисто русское слово. Ну, да. Да, оно, Исконное. Да, оно пришло из мест не столь отдаленных. Так что... А, серьезно? Да, да. А я думал, это блогеры придумали. Конечно, новые слова это хорошо, но давайте не забывать старые. Нет, хотя бы Или общаться правильно. Да, правильно. Ну, Да просто, наверное, это как бы, не знаю, это, так сказать, упрощение. нет, приход вообще английского языка, да, то есть в жизнь, Я да, считаю, так это сказать, веяние да. времени просто. Да, Потому что во времена там кого? Да, Французский язык очень много слов уже заимствовал. Да, да, Оливье. Да, оливье, да. Оливье. Что еще? Оливье. Или когда монголо-татарское нашествие было, тоже Тюркских много. очень много Тюркских, слов, да. Карандаш, да, карандаш, Пельмени, пельмени, шалаш, шалаш. карандаш, Всё, я пельмени, дальше- сарай, шалаш. сарай, Сарай, кстати, да. Бахчисарай. Галатасарай. Галатасарай, Сарай это дворец переводится. да. Да, это время очень, да, так сказать, Да, это веяние да, времени. Сейчас время много людей, очень которые влияет общаются на английском языке. на язык, да. Реально. Oh, really. Really, да. Реально. Я могу в сказать России- только mother- Нет, нереально. Really, в России очень такие Враг, черствые что ли? люди, такие угрюмые. Даже дворец сарай, у нас сарай. Вот у меня проблема такая, что я вот оброс, но сходить в парикмахерскую пока рано. Как бы стричь еще не так много, а видно, что прически как таковой нету. И вот я хочу сказать о том, что дорогие парикмахеры, Барбер. барберы, факап это полный факап. Барбер, please help me. Ну вот, кстати, да, вот сейчас вообще слово заимствование идет, да. Вот я просто, да, я половину не понимаю. Вообще вот сейчас он что-то диктует, я вообще факап. У меня была история одна. Мы во времена моей туманной юности, когда я еще позволял ты себе очень- выпивать. И, короче, так, ну, поехал я домой оттуда утром. Санта-Барбара. Из юности. Нет, с правого берега домой поехал. Приехала машина, старенькая такая, шестерка, что ли. То есть машина, а не таксист. И, в общем, я сажусь, а там дедушка старый, ну, лет 80, может, 80, ну, вообще старый просто. Я ему называю адрес, он не с первого раза меня и услышал, он 2 раза повторил, он меня повез. Едем, переезжаем мост, поворачиваем направо. Едем по Салчак-Тока, я понимаю, что вообще не туда едем, в сторону моей работы. А нужно домой, в центр, где моя мама живет. Я тут решаюсь переспросить, в чем дело, почему мы едем не туда, куда мне надо. Я его переспрашиваю, извините, а куда мы едем?
Он поворачивается с такими, кто здесь? Он просто забыл, что его клиент в машине, и поехал. И домой поехал. Поехал по своим У делам. него просто кратковременная амнезия. Тогда не было всяких Яндексы, вот эти все, там, Рутакси. Кто здесь? Да, и вот он сам, короче. И ты дело ему в том, объяснил, думаете, что он просто тебе- так человек работает в такси 85 лет? Да нет, конечно. Нет, конечно. Тем более, твоя туманная юность проходила во времена, когда был кризис. Причем не... Да, прям в самом пике, наверное, да, в самом пике. В то время машина, она давала большое Довольно прибавку к зарплате. да. достаточный, так сказать, заработок. Потому что тогда такси не было так, как такового, да, вот, крупного, а вот частный извоз, он был, очень помогал семейному бюджету, я помню это, да, были времена. Я тоже подрабатывал, кстати, в такси, на старенькой шестерке. А вы там не... Не, это не я был. Кто Кто здесь? здесь? Молча, это же я, ты чё? Танцевать может каждый? Да, конечно. А вот что-то у моего сына не получилось. Какие у тебя? Просто, наверное, к этому, так сказать, Не лежит. не то, что не лежит, лежит желание, вот. Чисто от желания зависит. Если человек хочет, то он быстро этому всему научится. А когда там, не знаю, там, может быть, чтобы, так сказать, там, утешить родителей, да, то есть хотение родителей, да, это уже совсем по-другому. Ну, да, некоторые дети, конечно, там вливаются, да, то есть они потихоньку дальше вливаются и уже сами начинают интересовываться там той или иной информацией, там вообще об истории, там всяких элементов и так далее, откуда что пришло, а некоторые дети им как бы Неинтересно. да, неинтересно. Они просто приходят, там проводят время довольно, достаточно, так сказать, спортивно, да, проводят время и в тонусе себя держат, но все равно дальше они этим как бы особо не будут заниматься. Это просто как сходил, сделал, поотжимался, да, как говорится. И, там, Родителям насколько приятно. да, сейчас- и родителям приятно, да, там папа приехал, отвез его на тренировку, потом забрал на тренировку, и там, ну чё, как на тренировке, он отвечает, о, сегодня я там примерно это сделал, да, там, сделал, там, не знаю, 50 отжиманий, отец так, о, круто, молодец, чувак. А как бы, да, то насколько есть- сейчас вот популярен брейк-данс как субкультура, и как вообще направление, которым дети хотят заниматься? Раньше, я помню, что-то, когда начался вот этот весь брейк-данс и рэп, все же хотели быть рэперами и брейк-дансерами, там кто-то рокерами. Но все же хотели, даже я что-то там умел немного делать. Кстати, Да, вот в школе. возможно ли обучить Сылдыса и отправить на Олимпиаду? Ну, На параолимпиаду, наверное. Просто он к чему это говорит? Просто я из них самый талантливый, да. Они их-то уже ничему не научат. Вот. Жизнь все уже. Ну, Остановилась. Как там говорится-то дальше? Что там? Ливнули. Ливнуть пора. вот. А меня в мой сосуд еще можно пихать многое. У тебя просто необъятный сосуд. Смотри, как бы не напихали очень много. Ну, я имею в виду про свою творческую оболочку. Возможно ли в его сосуд запихать брейкданс? Вот на уровне Прям Олимпиады. трамбовать. не, На уровне чемпионата Чахольского кажуна можно? Да, конечно, без проблем. Я там- без проблем. Там единственный участник просто. А где в Туве самые крутые танцоры брейк-данса? Ну, Рядом с тобой справа. Ну, кроме тебя, понятно. Тут-то понятно, ты тут как бы... Бог, царь и господин. Ты тут как Усейн Болт, В брейкдансе. как его зовут там, Нурмагомедов, Хабиб, как Джеймс Коннор и О'Коннор. Джеймс Коннор. О'Коннор. Рыжий-то этот, ирландец, Тарзан. Конор Макгрегор. Конор Макгрегор, как Наташа Королева. Наташа Королева, Как Наташа Королева для Игоря Николаева. Ну, как не, Карелин. ну,
Если честно, да, вот пока сейчас у нас в регионе, ну, брейкданс, то есть вот это хип-хоп особо подугас, как говорится, да, то есть всяких фестивалей, тусовок, джемов, уличных танцев давно не проводилось, да, по крайней мере, ну, последние 3-4 года. Молодежи, наверное, сейчас свойственно смотреть то, что приходит новое. Все, что новое, как бы им интересно. Им... кей-поп. Да, вот, корейская, там, не знаю, поп-музыка, да, то есть вот это вот, ну, люди, да, ну, конечно, да, танцевать можно, это интересно, да, это прикольно, то есть как они танцуют, прям вживаться и жить этим, как бы я не осуждаю, конечно, да, молодежь, но это интересно. А почему это, бы и нет? Это для Осуди них, как бы, их. да, там, не знаю, там, парни там, допустим, да, там красятся, там, конечно, да, то есть быть на стиле, конечно, можно, да, то есть, но не в таких, как говорится, мерках и да. крайностях, да, то есть, То есть там, когда мальчика от девочки нет. да, то есть идешь, смотришь, ну, мальчик это или девочка, то есть ты не понимаешь, или да. вломить, да? Да, то есть ты не понимаешь, как бы... Подснять или навалять, да? Да, ну, нет, и это все у нас как бы по телеку, да, то есть по ящику все показывает, все вот, ну, не знаю, как-то... И молодежь это смотрит, и у них тоже как аншлаг, да, то есть вот у нас был аншлаг, да, там Дроздов там был, да, то есть у них в подсознании как-то вот это опечатывается, и они... Соответственно... А у них кумир тот, да. кто этим дебильным голосом поет в рекламе Мегафона. Все, что тебя касается, я даже не да, понимаю вообще. Скорее, А да, это да, кто да, вообще? да, Я да. не знаю, кто это такой, но противно слушать просто. Новое слово, да, то есть тоже унисекс, то есть это как бы тоже как-то со стороны нам Забываем про... с времен нашего воспитания, да, так сказать, это слово более такое, ну, так сказать, Да не подходит. близко к нецензурной брани, да, так сказать, много да. стало Я просто помню- толерантно. А сейчас это как бы свободно, да, то есть там третьеклассник или там второклассник приходит в магазин, и продавщица говорит, да, нет, это мужское или женское, да, то есть кроссы там, допустим, выбирает. Нет, там это унисекс, то есть, ну, ребенку такое говорит, и у ребенка тоже это впечатывается в памяти, и как бы для него это интересно, это новое Нет- слово. нет, и как строгих бы, разграничений да. между- Я вообще это девочками и слово мальчиками. услышал, вот это унисекс, Унисекс? в 2004-2005 году, когда с армией в Москве покупал кроссовки, она говорит, ну, женщина говорит, это унисекс. Это да, это вот как раз вот такой большой, наверное, переломный момент, да, вот, то есть. Вот я думаю, что вот как раз начало 2000-х повлияло, да, на дальнейшее развитие России. Когда я в такси ехал, да? Ты испортил нам все. Кто здесь, да? А вообще, чтобы современные дети отличались все-таки, где девочка, а где мальчик, надо традиции не забывать. По воспитанию детей, да, то есть по законам, то есть ребенок просто тупо подает в суд на родителей, и родители Оплачивают ему еще адвоката. да, штраф, там, знаешь, или чуть ли не как бы садят в места не столь отдаленные, дают срок, да, за это, то есть типа статья там или какая-то там статья, короче, не помню. Неуважение к детям. Истерзание или там Насилие. что-то насилие против детей, да, и так далее, то есть. Нарушение прав. Да, Оскорбление, а в оскорбление 90-е, детей. как воспитывали? Ну, Да все равно как, это затрещина воспитание, была. как бы дало на самом деле... Да хорошие плоды да. дало. Ну, Владимир Владимирович Путин говорит, что он, да, и получал и по заднице, И ремнем, и да, ремнем, там, и да. наказывали. В И принципе, теперь он президент, Да. да, а теперь он президент, ничего плохого а не в этом. унисекс ходит там. Они в кей-поп Есть же снимаются. такая- есть да. же такая поговорка, терпи, казак, атаманом будешь, да? Да. Вот, мне Вот и кажется, есть. вот- Нету же такого, типи казак, унисекс будет. Давайте сказать, срезюмируем, мягче. да, какие темы мы сегодня подняли. По-моему, унисекс проскочила прям по всему этому. Заимствование, внедрение в русский язык новых слов. Это не избежать. Ментальность. Респект дня. Я хочу респект все-таки традиционным методам воспитания детей.
Короче, ты детей бить хочешь. Нет, не бить, традиционным методом, от поколения к поколению. Из Чтобы, уст в чтобы уста. не было такого, что они там начали краситься, надевать юбки, если ты не шотландец, и все остальное. Да. Поэтому и наставлять детей нужно, например, в учебе, но ребенок должен сам определяться, чем заниматься. Брейк-данс там или футбол, не надо заставлять. Направить, наверное, да? Да. Правильно, просто направить, то есть в чем-то помочь ему, да, там, в каких-то вопросах там, объяснить, да, ситуацию, то есть что, как и почему, то есть не прям брать его за шкирку и прям туда иди, ты должен это делать, да, то есть просто направить, вот сходи, попробуй, узнай, получится, не получится, еще раз попробуй, то есть просто, ну, попытка не пытка, как говорится, да, ну, стоит вот детям, как говорится, давать Право выбора. И дать понять, что Хорошо. что пробовать надо не один только раз. То есть, если человек хочет, да, чего-то сделать, не один раз. Один раз сделал, не получилось. Потом один раз, там, не знаю, пошел в школу, маршрутка там была переполнена, и он обратно пошел домой, да, то есть, или там поступил, не смог поступить куда-нибудь там, куда он хотел, поступил в другое, потом через, там, не знаю, некоторое время... сессию просто не пришел. Да, мне учиться трудно, да, то есть я лучше туда буду поступать. И вот так будет прыгать туда-сюда, и так и жизнь пройдет, и в итоге у него ни образования, ни, так сказать... Короче, успехов в жизни не будет. Да. Будьте настойчивее, То есть, ребята. да, чуть понастойчивее, чуть-чуть. Прям мою жизнь просто, и рассказывает, сидит, прям с меня списывает. Ну что ж, ну и в конце хотелось бы сказать, ребята, присмотритесь к брейк-дансу, присмотритесь, потому что это не только... Ценные мех. 3, Нет, 4. это не только творческая реализация, но и отличная физическая форма. Поэтому спасибо, Ирэ, что к нам сегодня пришел, нашел время в графике в своем плотном. Подписывайтесь на наш канал, смотрите на ОВА Медиа этот выпуск. Всем спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо.